Близкое окружение президента, чтобы удержаться у власти, всегда успокаивает главу государства приятными словами, что народ живет хорошо, страна развивается, власть под контролем, народ вас любит. Но на самом деле в государстве много проблем. Позвольте вам донести правду, уважаемый Сооронбай Шарипович. В действительности народ живет очень плохо. У вас, у многих кредиты и долги. Страна погрязла в коррупции. Простые семьи как могут выживают. У многих уже нет веры в будущее. Некоторые просто хотят уехать из страны. Большинство молодежи мечтает уехать на заработки за рубеж, чтобы здесь не унижаться в поисках работы. Сейчас стремительно идет спад национальной экономики. Из-за пандемии коронавируса люди массово заболевают, умирают. Низкий поклон нашим медикам, которые пытаются спасать больных, рискуя собственной жизнью. Многие малые предприятия перестали получать доход. Растет безработица. Источники пополнения государственного бюджета сокращаются. Из-за экономического кризиса в России наши трудовые мигранты каждым днем скапливаются на приграничных территориях. Наши граждане, особенно женщины с маленькими детьми, унижаются и страдают, умоляют вас, чтобы их вернули на родину. Молодое поколение нашей страны недовольно работой парламента и правительства. Уже выходят на митинги, требуют отмены законов, которые нарушают их права и свободу. Качество работы института власти каждым годом все хуже и хуже. Это результат многолетних политических ошибок нашей страны. Подтверждение тому, они даже подставили вас, главу государства, во время недавней поездки в Москву, опозорив высшую государственную делегацию нашей страны в международной политической арене. Понимаю, и для вас это было нелегко, переносить этот тяжелый моральный удар. Искренне желаю вам силы, воли, здоровья, чтобы вы все эти испытания пережили достойно. На фоне всего этого кошмара наши предприимчивые чиновники, бывшие и действующие депутаты разных уровней, которые довели страну до полного краха, снова объединяются и нагло готовятся к очередному выбору через свои псевдопартии. Об этом и вы все прекрасно знаете. Они бессовестно прикрываются вашим политическим весом и называют себя новой партией власти и жадно стремятся попасть в парламент. Ничем не брезгает, не стесняется. Думает, народ забыл их вчерашние наглые обещания. Уважаемый Сооронбай Шарипович, у народа последняя надежда, что будет осенью обновление парламента и будут наконец-то сформированы дееспособные институты власти. Народ ждет от вас волевых политических решений, что не допустите в новый парламент партии, которые искусственно созданы коррупционерами, а также те партии, которые, будучи в составе ныне действующего парламента, давно себя опозорили в глазах общественности. Люди, которые воспользовались доверием народа и получили власть, а потом за счет властных полномочий наращивать только собственный капитал, честно говоря, они настоящие политические мошенники. Вы каждого из них в стране лично знаете. Нельзя их снова допускать в систему государственного управления. Об этом вы публично обещали, говорили во время своих предвыборных обещаний. Многие граждане на пределе своих терпений и открыто выражают свои эмоции в социальных сетях. Осенью народ должен увидеть начало перемен. Они еще очень надеются на вас, что вы наконец-то проявите жесткую политическую волю, чтобы избавить народ от этих бессовестных, наглых лжеполитиков. Когда есть угроза национальной безопасности, ни к чему дипломатия. Вы являетесь президентом. Можете смело остановить и наказывать этих бездарных чиновников. Уверен, тогда народ обязательно будет на вашей стороне, и мы будем рядом. Мы совместными усилиями сможем избрать парламент из числа грамотных людей с высокими нравственными ценностями,
которые помогут вам сформировать качественные институты власти и открыть дорогу экономического развития Кыргызстана. Только так мы сможем решить все накопившиеся проблемы государства и предоставим народу надежду. С уважением, лидер политической партии Мекен Ынтымагы Темирбек Асанбеков.